Это программа «Спортбар». Мы работаем в прямом эфире и вновь плавно переходим от двоеборья к футболу. Действительно, приезд Кубка чемпионата мира по футболу в нашу республику вызвал серьезный ажиотаж. И турнир в Миякинском районе на призы Айдара Галимова, а Миякинский район – это родина известного артиста, посвятили легендарному трофею, одному из, наверное, самых ценных в мире спорта вообще. И благодаря нашему телеканалу победители этого турнира смогли с кубком встретиться. Внимание, видеосюжет. Это наш герой. На карте планеты футбола Киргиз-Мияки – маленькая точка. Но благодаря народному артисту Башкортостана Айдару Галимову границы между населенными пунктами стираются. Причем границы стираются не только между районами республики, если хотите, между государствами. На этот раз соревнования приурочили к приезду в столицу Башкортостана главного трофея мирового футбола. Мы посвятили этот турнир именно предстоящему чемпионату мира, и в этот момент, буквально после турнира, к нам приедет кубок. Ну, впечатление, это придает какие-то другие эмоции, да, на самом деле. Удивительно то, что это совпало. Совпало на этот раз многое. И не только приезд Кубка чемпионата мира. Команда из Благоварского района несколько лет оставалась в шаге от победы на соревнованиях. Играем очень давно, команда очень сплоченная. Все дружные. Ну, еще можно что сказать. В этом турнире уже принимали участие когда-нибудь? Да, принимали. В позапрошлом году заняли 2-е место. Проиграли в финале 1-0. Очень жалко было. Зато в этом году благоварцам воздалось за все годы обидных поражений. Домой они вернулись победителями. В этом году поэтому у нас целенаправленно велась подготовка, чтобы выиграть этот турнир. И ребята хотели. И главное, в этом турнире участвуют те самые такие соперники, когда мы на Министерстве образования играем в футбол. И эти же футболисты, вот эти районы, участвуют в этом турнире. А победить это нам вдвойне, конечно, это престижно, этот турнир. Но в этом году еще турнир тем, что победа престижен был тем, что я хотел себе подарок сделать на свое 50-летие. И мне ребята это помогли, мы сделали это и выиграли этот турнир. Главным призом стала не только победа на турнире Айдара Галимова, но и организованная поездка в Уфу на Кубок чемпионата мира. Благодаря нашему телеканалу для ребят арендовали транспорт, чтобы запечатлеть памятные снимки. Это действительно настоящий, единственный, тот самый, который будет вручен в 2018 году победителю чемпионата мира ФИФА по футболу 2018. 6 килограмм 175 грамм чистого золота путешествует по России. Всего в Уфе пришли посмотреть и сфотографироваться с кубком порядка 15 тысяч человек, в том числе и юные футболисты из Благоварского района, которые готовы сделать свои прогнозы. Чтобы сфоткаться с кубком, с всей командой. Это приз на чемпионате мира. Это золотой кубок, он золото сделан. Что это за кубок? Это чемпионат мира футбола. За кого будешь болеть на чемпионате мира? За Бразилию. Почему они? А почему не за Россию? Потому что там капитана нету. И за кого будешь болеть на чемпионате мира? За Россию. Каковы шансы сборной России? Половина, наверное. 50 на 50, наверное. Проиграет, сразу же говорю. Почему так радикально? Не знаю, они постоянно проигрывают.